Почти 3/4 введенного в 2024 году жилья построено населением. Рост доли ИЖС в общем вводе жилья в январе-феврале 2024 года связан с популярностью ипотеки на индивидуальные дома. Статистика приведена на одном из популярных российских изданий. Среди федеральных округов самый высокий объем индивидуального жилищного строительства наблюдается в Центральном федеральном округе. В этом округе население с начала года построило больше 3 миллионов квадратных метров жилья. Второе место у Приволжского федерального округа, третье у Южного федерального округа, а наш Дальневосточный федеральный округ вошел в десятку, и у нас с начала года построено больше 500 тысяч квадратных метров жилья. Перераспределение спроса на рынке жилья в пользу частных домов подтверждают аналитики популярного сервиса «Дом.Клик». По их данным, за прошлый год Сбербанк выдал более 100 тысяч ипотек на ИЖС на общую сумму почти 500 миллиардов рублей. По отношению к 2022 году показатели выросли больше, чем в 4 раза. Кроме того, в связи с популярностью данного вида недвижимости участились случаи, когда покупатели сталкиваются с прямым обманом, что в дальнейшем не дает им возможности построить дом на приобретенном клочке земли. И еще мы можем наблюдать рост предложения об инвестировании в землю, совершая сделку удаленно. Некоторые из таких сделок могут нести абсолютно мошеннический характер. Какие же это схемы и о том, как не потерять деньги при покупке недвижимости, тем более с целью инвестиций, мы и поговорим в нашем новом выпуске передачи про деньги. Наверняка вы заметили активный рост стоимости на земельные участки, независимо от видов разрешенного использования и формы их собственности, что является привлекательным не только для продавца, но и для покупателя, так как тенденция роста цен на земельные участки может продолжать расти. У нас в гостях Соломонова Ольга Анатольевна, эксперт в сфере недвижимости, юрист, которая поможет нам разобраться и найти ответ на вопрос, как не потерять деньги при покупке недвижимости. Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Здравствуйте, Рита Михайловна. Да, и для начала давайте определим, какие же земельные участки продаются и остаются популярными у покупателей, и какие подводные камни существуют при таких сделках. Для начала, наверное, нужно разобрать, какие у нас популярные. Да? То есть вообще существует 7 категорий земельных участков. Это земли сельхозназначения, водных ресурсов, лесных ресурсов. Ну и самые популярные – это для земли населенных пунктов. Также нужно разбираться в вид разрешенного использования. То есть при покупке 2 вот этих пункта, категория какая земли и вид разрешенного использования. Почему нужно знать? Потому что только по назначению, по целевому назначению можно использовать земельный участок. Почему они популярны? Потому что очень бурно идет программа господдержки ипотечного кредитования. То есть как раз на этих участках можно построить жилой дом самостроем или же с помощью подрядных организаций. То есть такие участки подходят под эти программы, да? Да, то есть вот участки, которые я перечислила, они все проходят. Уже дальше точечно нужно рассматривать участок. То есть нужно, чтобы были проведено межевание, это немаловажно. Границы межевания, да. Также, чтобы участок стоял на кадастровом учете и так далее. Вообще все вот эти данные первично можно посмотреть в выписке из ИГРН. Это один из первых документов правоустанавливающих, который покажет полностью характеристику на земельный участок. Но это у продавца. Да, то есть по запросу продавец в онлайн-режиме берет эту справку, выписку из ИГРН, где все основные данные по земельному участку будут указаны. Также нужно смотреть ограничения, обременения на этот земельный участок. Так вот, мы перешли как раз к такому вопросу, почему бывает опасно покупать, да? Ну, опасность как раз заключается в том, что на практике бывают такие случаи, когда, не глядя за наличный расчет, покупают земельный участок, у которого не установлены границы. Ну, то есть продавец
привез человека и говорит, вот здесь мой участок. На самом деле может быть такое, что границы не установлены, или же может быть даже такое, то, что накладывается друг на друга. Поэтому именно межевой план на земельных участках, я считаю, один из немаловажных. Ну а топосъемка, она документов. может выступать таким вот межевым? Да, Топосъемка конечно, выступает. может. А нужно ли просить новую топосъемку? Ну вот свежую топосъемку или... Нет, это не достаточно- обязательный документ. Самое, говорю, первое, то, что надо посмотреть выписку ЕГРН, чтобы были установлены границы. Но там тоже указываются границы Да, в конечно, ЕГРН. да. И также там указывается ограничение, обременение. Вот касательно обременений, проверка, неважно, какая сделка с объектом недвижимости, будь то земельный участок или же покупка там, квартиры или другого объекта, обязательно нужно проверять все-таки продавца, собственника. Да? То есть самый легкодоступный, общедоступный способ – это сайт Федеральной службы судебных приставов. Это если физическое лицо? Да, будет? если физическое лицо, посмотреть, нет ли исполнительных производств. В последнее время в социальных сетях очень часто встречаются комментарии, когда люди реально возмущены стоимостью земли. У нас, тем более у нас в республике. Откуда такие цены, откуда они берутся, как вообще формируется стоимость земельных участков и на что нужно обращать внимание и продавцу, и покупателю. При продаже, соответственно, и при покупке, соответственно. Попробуем, давайте разобрать два понятия. Рыночная стоимость и кадастровая. Рыночная стоимость формируется как? Когда есть большой спрос, продавец первично, большинство смотрят рекламные площадки доступные, там, например, по характеристикам, по одинаковым характеристикам посмотрели и для себя какую-то цену. То есть рыночная цена не регламентируется никаким, скажем, документом, там, не нормативно-правовым актом. Что касаемо кадастровой стоимости, здесь уже, конечно, построже, да, потому что кадастровую стоимость государство специально проводит оценку, и раз в 4 года, то есть идет переоценка, это вот, по субъектам Российской Федерации, в городах-миллионниках 2 раза в год. Насколько мне известно, последняя переоценка кадастровой стоимости земельных участков и объектов незавершенного строительства прошла вот буквально недавно, в конце 2023 года. Кадастровую стоимость, она для чего нужна? Как правило, ее используют для посчитать налог земельный. Если, например, идет сделка, дарение нотариальное, то есть нотариальная госпошлина от кадастровой стоимости. Если какие-то судебные разбирательства, так, тоже отталкиваются от кадастровой стоимости. Также может еще при аренде, учитывается тоже аренда у муниципального образования, если физлицо арендует землю, тоже исходя от кадастровой стоимости все отталкивается. То есть здесь как-то наиболее понятно, да? А вот что делать человеку, если вдруг он наткнулся на объявление, и там цена указана намного ниже рыночной цены? Допустим, он увидел там земельный участок в черте города, но в половину дешевле, чем предлагают другие продавцы. Вот стоит или ему насторожиться в этот момент? Конечно, насторожиться, потому что, скорее всего, объект неликвидный, да? То есть какие-то есть... Это же риски покупать недвижимость, покупать какой-то объект по заниженной цене. Ольга Анатольевна, а какие денежные риски необходимо учесть при покупке недвижимости? Начну по порядку. Незаконная перепланировка. Чем это грозит? Во-первых, штраф в размере 2500. Во-вторых, вам нужно будет за счет своих средств вернуть все, как было. Дальше цена, если ниже договора купли-продажи, да? Здесь, опять же, могут быть такие варианты. То есть подписали сделку договора купли-продажи, по каким-то причинам сделку решили расторгнуть.
И, естественно, несостоявшийся покупатель вам вернет только ту сумму, которая указана В договоре. Да, Мгм. которая указана в договоре. Поэтому здесь не стоит никогда ни занижать, ни завышать. Также, если это, например, ипотечная сделка, банк, если узнает, что цена занижена, могут вообще, ну, то есть, отменить сделку, отменить выдачу ипотечного кредита. Следующий риск, популярный, я думаю, это долги. Долги по коммунальным платежам. Мгм. Это относительно и электроэнергии, теплоснабжения, и если дом газифицирован, то есть За газ. за газ, да. Наличие квитанции с датой это не является о том, что долг погашен. Мгм. Лучше, не лучше, а обязательно лучше взять справку об отсутствии задолженности на момент уже подписания. Именно у Да. управляющей компании или Да. обслуживающей организации, да? Да. Отдельной строкой, скажем, долг по капремонту. Да? Мгм. То есть просите у продавца обязательно справку об отсутствии задолженности по капремонту. Потому что, смотрите, по законодательству у нас долги по коммунальным платежам, они остаются у физического лица, да? То есть у бывшего собственника квартиры. А долг по капитальному ремонту, он точечно привязан именно к самому объекту недвижимости, поэтому можно, ну, то есть попасть на такой долг, там, если долго не оплачивался. Мгм. То есть суммы ну, вот как я сталкивалась, суммы бывают немаленькие. Мгм. Также еще есть риск такой чужие вещи. Мгм. Здесь хочу рассказать такую кратко небольшую историю. Молодая семья арендовали квартиру довольно-таки долго. В дальнейшем собственники решили продать им эту квартиру. Был оформлен договор, который прошел переход права в Росреестре, но через какое-то время один из бывших собственников заявил о том, чтобы вернуть вещи. То есть, Которые были да, на этой то есть квартире. там мебель, довольно-таки дорогостоящая техника. И тут спрашивается, как так? Да? А молодая семья, которая там проживала, они покупали за собственные средства. И они же и купили эту квартиру. Да, они же и выкупили эту квартиру, все, сделка прошла хорошо, ну, то есть, да, и тут вот такой сюрприз от бывших собственников, да. И, ну, дело дошло до судебного, потому что, почему, вот важный момент, сам договор купли-продажи был приравнен к акту приема передачи квартиры. Мгм. То есть никаких описей, никаких, то есть, Дополнительных каких-то, да. не было. Поэтому хочется сказать, что лучше, если покупаете какой-то объект недвижимости, где есть еще дополнительно чужие вещи, так я в кавычках их называю, то лучше, чтобы все это было зафиксировано. Мгм. Так, ну и какие еще есть? Ну, это не риски, а относительно сделок с куплей-продажей деньги можно потерять при покупке аварийного жилья. Простыми словами, за сколько вы купили, столько вы и получите компенсации. То есть рассчитывать на то, что, как раньше было по федеральным законам, дадут большую квадратуру, там, в зависимости от зарегистрированных лиц, рассчитывать на это не придется. То есть человек, например, покупает аварийное жилье, ну, условно, за 1 000 000 рублей, рассчитывая, что Да. он там пропишет всю свою семью, и каждый получит там компенсационную выплату. Покупающие аварийное жилье, они могут не попасть в эту программу. Да, это зависит от региона. Поэтому вот в этом-то и есть денежный риск, что человек, там, купив и рассчитывая там, на новую квартиру или еще что-то, он только получит денежную компенсацию в размере той суммы, которая указана в договоре. Мгм. И ни больше, ни меньше. Ни больше, ни меньше. Вот, ну, человек решил купить недвижимость в качестве инвестиций. Вот сейчас это часто происходит. Да. Мы видим очень много предложений на рынке, что есть продажи, предлагают, точнее, на продажу участки в качестве инвестиций в будущее, там, своих детей, Да, я неважно, да. поняла. Даже участки в других регионах предлагают купить. Такой вид инвестиций для людей очень привлекательный. Какие здесь риски вы можете указать? Во-первых, очень опасно покупать членство в кооперативах. Мгм. Да. Были такие случаи, когда человек выкупал членство, но на самом деле земельного участка он нет. То есть купить членство – это не купить
Землю. землю. Мгм. Вот это вот первое такое как бы правило. Поэтому хорошо, если, значит, земля в собственности, оформили договор купли-продажи собственности, кадастровый номер уже как в реестре правообладатель, вот покупатель. Во-первых, земельный налог, не забывать про него, да, относительно Размер региона. этого, да. Да, размер налога по региону. Земельный налог. Также есть какие-то дополнительные платежи. Ну, вот если земельные участки, это, как правило, там, возможно, это какой-то закрытый коттеджный, да, поселок, там охрана, подключение электроэнергии, каких-то других коммуникаций. Отсыпка дорог. Отсыпки и так далее, так далее, так далее. Конечно, всегда лучше познакомиться с соседями. И в такие моменты какие-то дополнительные оплаты, чтобы в дальнейшем не было сюрпризов, будь то квартира, будь то земельный участок, в любом случае нужно узнать, какие платежи, чтобы не было потом каких-то больших взысканий по неуплате. Ну вот если по электроэнергии вы уже сказали, что обязательно нужно смотреть, есть ли долги. А тут при покупке участка в качестве инвестиций, здесь ведь нужно учитывать, скорее всего, подключен участок к электричеству, и обязательно может написать заявление именно в компанию, которая обеспечивает электроэнергию. Да, обязательно написать заявление и как оператору отправлять показания. Да, то есть это обязательно. Также связано это по вывозу мусора. Да. Тоже оказалось то, что люди забывают об этом. Поэтому не полениться, все обслуживающие компании, поставщики услуг, с ними заранее, даже пусть это будет другой регион, не забывать, где нужно договор взять, где нужно заявление написать и так далее, так далее, так далее. Перед тем, как приобретать недвижимость, конечно, все лучше проверить, начиная от технических данных и уже все такие сопутствующие какие-то моменты, такие как платежи за парковку места, за видеонаблюдение. И так далее, так далее. При сделках с недвижимостью обязательно нужна юридическая помощь и юридическая подготовка. И если нет своих знаний и ресурсов, то не бойтесь обращаться к квалифицированным специалистам. Как вы видите, есть много нюансов, которые необходимо учитывать при покупке недвижимости или при инвестициях в землю. Спасибо, Ольга Анатольевна. Ждем вас в наших новых выпусках. И до новых встреч. Спасибо. До новых встреч. Что изменится для владельцев дач и участков в 2024 году? Новые правила пользования общим имуществом в поселках, регистрация недвижимости, изменение порядка расчета налога на землю и другие законодательные изменения в 2024 году, которые следует знать собственникам частных домов и участков. Так, с 1 января 2024 года заработал закон, согласно которому владельцам дач нужно будет указывать в уведомлении для расчета земельного налога, какой участок земли занимает возведенное на нем строение, и отмечать его кадастровый или инвентарный номер. Это касается объектов жилищного фонда, инфраструктуры ЖКХ и другой недвижимости. С января 2024 года материнский капитал выплачивается только на детей, получивших гражданство России по рождению. Эту субсидию можно в том числе потратить и на строительство или на покупку загородного дома. С 1 апреля 2024 года заработает закон, согласно которому Росреестр внесет в ЕГРН сведения и поставит на кадастровый учет земельный участок, когда его границы и границы населенного пункта пересекаются, а более 50% площади участка находится в границах или за границами поселения. С 1 января 2024 года вступил в силу закон, согласно которому Федеральная налоговая служба уже получает информацию о гибели имущества автоматически, а собственники, потерявшие недвижимость от этой обязанности, освобождаются. Это, например, распространяется на случаи, когда из-за пожара сгорел дом. В случае подобного ЧП собственнику нужно было самому обращаться в ФНС и сообщать об утрате имущества, писать заявление, чтобы перестать платить налог за сгоревшую недвижимость. Теперь такая информация поступит в налоговую посредством межведомственного обмена. Налог по таким объектам автоматически перестанет начисляться с первого числа месяца, в котором это произошло.
Воспользуйтесь той информацией и советами, которые прозвучали в нашей программе сегодня. Повышайте уровень финансовой грамотности вместе с нами. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. До новых встреч в эфире.